Дорогие наши друзья, уважаемые наши подписчики, Карагандинская областная детская библиотека приветствует вас. Сегодня мы открываем цикл мероприятий «Мир казахстанского спорта». И этот цикл начинаем с легкой атлетики, школы легкой атлетики. Вообще, мы выросли в те времена, когда все виды спорта в Казахстане, особенно в Караганде, были очень развиты. Мне хотелось бы представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это Валерий Семенович Иванишко, мастер спорта, неоднократный чемпион республики по многоборью, экс-рекордсмен Казахстана в десятиборье, участник нескольких спартакиад, тренер специализированной детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике, старший тренер, судья высшей категории. Нам очень приятно видеть вас в стенах нашей областной детской библиотеки имени Абая, еще и потому, что все-таки в Караганде спорту уделялось большое внимание. Да. Вообще, в прошлом году я вела цикл программ, которые назывались «Краеведческие страницы». Одна из программ была названа «Караганда спортивная». Для себя я тоже делала большие откровения о том, что у нас спорт начал развиваться в Караганде практически со дня ее основания. Даже тогда Караганда еще не имела статуса города. То есть в конце 1931 года был открыт горный техникум, и в 1933 году при нем было создано спортивное общество «Угольщик», где проходили соревнования по легкой атлетике, футболу, волейболу, участвовали в основном коллективы промышленных предприятий. Самое интересное то, что были модные велопробеги. Уже в 1935 году карагандинцы организовали велопробег Караганда-Москва-Караганда. В 1937 году был открыт первый стадион «Динамо». Это район старого города. На этот стадион приходили кто пешком, кто на машинах, кто на гужевом транспорте со всех сторон нашего города. Хотя он тогда и не был особо большим, но тем не менее. В 1946 году была открыта спортивная детская школа рабочей молодежи. С 1954 года она так стала называться. Но потом был организован техникум физической культуры в 1966 году, факультет физического воспитания в 1957, преобразованный в 1970 году в Карагандинский педагогический институт физвоспитания, который впоследствии стал кафедрой физвоспитания при, сейчас это называется, КарУ имени Евнея Букетова. Очень много великих спортсменов родилось у нас в Караганде. С 1964 года наши спортсмены становятся постоянными участниками соревнований Олимпийских игр на мировом уровне, победителями, призерами, рекордсменами. Вот среди них я навскидку так вспомню, я в основном вспоминаю Олимпиаду 80, потому что 80-го года в Москве, потому что это пришлось на время моего, наверное, формирования, подростковый возраст. И я помню, с каким упоением мы смотрели все виды Олимпийских игр, и особенно болели за наших карагандинцев, болели за Виктора Мазина, шахтинца, который занимался тяжелой атлетикой, который тогда поднял 290 килограмм, установил мировой рекорд. Это вообще было уму непостижимо. Мы все с упоением и с радостью смотрели, как победила четверка легкоатлетов в беге, в эстафетном беге 4 по 100. Одним из участников этой четверки был наш земляк Владимир Муравьев, который в данное время живет в Германии и все же занимается вопросами физкультуры и спорта, развивает эти проблемы. Ну а сейчас, так как у нас все-таки представитель специализированной детско-юношеской спортивной школы легкой атлетики, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали немножко, наверное, историю этой школы. Я помню, в 70-е годы открылся большой легкоатлетический манеж, в котором стали проводить соревнования. В 70-е, скажем так, в середине 70-х. Там проводились международные соревнования, союзных республик соревнования, спартакиады, проводились соревнования имени тех или иных именитых спортсменов. Но это было, конечно, престижно. Да, всего 4 больших легкоатлетических манежа в Советском Союзе. Но сейчас у нас страны СНГ, и вот этот большой легкоатлетический манеж остался у нас в Караганде, и в нем, я знаю, что скоро будут проходить опять международные соревнования, на днях буквально, да, какие-то? Чемпионат не в манеже, чемпионат Казахстана будет на стадионе «Шахтер». На стадионе «Шахтер», да. Но тем не менее там прекрасные беговые дорожки, и вообще все условия предоставлены. Но мне бы хотелось, чтобы вы, как представитель одной из старейших
атлетических школ нашего города рассказали все-таки о манеже, который находится по улице Абая 60. Когда порой спрашиваешь наших карагандинцев, а вы знаете, есть у нас манеж на улице, бывшей улице Ленина, на улице Абая. Все говорят, а где это, а где это? И когда начинаешь объяснять, ты просто говоришь, а там, где находится технический лицей, за ним, это одноэтажное здание, это манеж, вот просто это удивительно. И я просто передам слово потом вам, потому что вы намного интереснее расскажете о тех, кто работает в этом манеже, о тех, кто чемпионах Олимпийских игр, спартакиад, универсиад, азиатских игр, кто является воспитанниками этого легкоатлетического манежа, этой легкоатлетической школы. Но я не знаю, вот эти вот воспоминания все-таки, я и сама какое-то время занималась спортом, это действительно радостные воспоминания, это место, с которым связана жизнь. Да, и связана в первую очередь ваша жизнь. Так, Прошу. точно. Наша школа была организована в 1963 году. Была, мне кажется, она немножко как комплексная школа. Первым директором этой школы был Евгений Августович Келлер. Ну, позднее он передал бразды правления своему брату Леонид Августович Келлер. И она преобразовалась в детскую спортивную школу по легкой атлетике. И вот с этого времени она была детская спортивная школа, называлась, и до сих пор ее называют Лен Районо, потому что относились к Ленинскому району. К Ленинскому, был тогда такой. Ленинскому району. Да. Сейчас Казабекбийский там. Ну, был Ленинский, Октябрьский, Советский, там вся у нас Лен Районо. И сейчас даже вот многие, которые раньше говорят, Лен Районо, это с таким воодушевлением и с радостью говорили, потому что наша школа всегда была впереди. Многие спортсмены, которые и тренеры, которые стали в дальнейшем заслуженными тренерами, начинали свою деятельность в нашей школе. Ну, как вот сказать, например, заслуженный тренер Казахстана и заслуженный тренер Советского Союза Анатолий Дмитриевич Иванов, воспитавший двукратного олимпийского чемпиона Володю Муравьева. Заслуженный тренер Казахстана Виктор Орлов. Заслуженный тренер Вячеслав Викторович Орлов. Заслуженный тренер Казахстана Сергей Константинович Галицкий. Заслуженный тренер Казахстана Павел Иванович Хамаляин. Он воспитал, сын его Эдуард, стал дважды серебряным призером чемпионата мира в десятиборье. Сережа Засимович, старший, Сергей Геннадьевич, рекордсмен Казахстана до сих пор в прыжках в высоту 2,36 и был одно время рекордсменом Европы. Ну, рекорд Казахстана до сих пор пока еще не побили. Да. Еще не взрастилась та смена, которая могла бы. Заслуженный тренер Казахстана Василий Борисович Карпов, воспитавший сына Дмитрия Васильевича. Ну, его регалии, наверное, практически все знают, многоборье. Но у них семейная. Мама тренер, папа тренер, Дмитрий тренер, и жена у него тоже, у Дмитрия, Анна, она и спортсмен, по-моему, сейчас... Не Анна, Ирина. Ирина. Да. Но тем не менее она... Она, работает, сейчас помогает своему старшему сыну, который, правда, не в легкой атлетике, а в хоккее. Но все равно спортивная династия. Да, спортивная династия. Я знаю, что у вас тоже спортивная династия. Да. Тем более еще, мне говорится, сейчас у нас идет семейная династия. Я тренер, супруга моя Лариса Анатольевна тренер и наш сын Станислав тренер. Ну вот еще. Все преданы легкой атлетике. Да. И у нас
бригадный подряд. Мы работаем, ну как? Не оставляете да, все, воспитанников да, того, кому они приходят. Обязательно. У нас нет, что вот, это мои ученики, это все наши ученики. И даже в нашей школе, детской спортивной школе, сейчас при управлении не образования, а при спорта. облспорт. Но тем не менее вы, как и мы, получается, относитесь к Министерству культуры и спорта. Да. Подчинение в одном. И в нашей школе, я вам хочу сказать, такая дружеская аура. У нас мы все тренеры и администрация, это единая команда, единая семья, добрые отношения. Никогда нет никаких склок, ничего. Мы трудимся на благо нашего города, на благо нашей республики. На благо казахстанского спорта, скажем так. Казахстанского спорта, да. Ну, в общем, так, сейчас по нашу школу. Так, потом наша школа, вот, Леонид Аврич Келлер работал. Ну, много директоров у нас сменилось. Ну, были трудные времена, скажем так. Трудные времена. Но тем не менее ученики, школа выстояла. Что школа выстояла? Одно время даже нас хотели у вас забрать это здание, отдать, по-моему, каратистам, то ли самбистам. Да, но мы собрались единой командой, да, и нашли единомышленников. Которые сказали, что, мол, эта школа единственная, и ей быть. И поэтому это хорошо, это прекрасно. Да. Сейчас в нашей школе хорошая аура, хорошие. Построили хорошее футбольное поле с искусственным покрытием. Беговые дорожки по кругу, да. У нас есть сектора для метания диска, для толкания ядра, для метания копья. И поэтому у нас для метания молота. Даже, по-моему, я видела там у вас для прыжков в длину на улице что-то организовано. Для прыжков в длину, да, и для прыжков в высоту. Высотникам тоже, по-моему, там есть. Ну, это все и в манеж, потому что все лето мы занимаемся на улице, а зима в нашем манеже. И всем хватает места, все хорошо. Я стараюсь, ну как самый старший в школе, помогать младшим, подсказывать. И сам никогда не гнушусь подойти и спросить то, что мне понравилось у молодых тренеров. Хотя некоторые говорят, что у тебя такой опыт, я говорю, я всегда учусь и буду учиться. Ну, я тоже считаю, что в этом ничего зазорного нет, да. Потому что всего объять все равно невозможно. А новые веяния, новые какие-то течения молодежь тоже может подсказывать. У нас где-то свои мысли, свои стремления, а у них немножко другое видение получается, в ногу со временем. Ну, вам сегодня просто в такой приватной беседе сказали, когда у нас появятся спортсмены, которые прославят Караганду. У нас в Караганде были спортсмены с великими именами, и есть сейчас спортсмены, которые все-таки держат марку Караганды и Карагандинской области. Но спасибо, конечно, государству, что сейчас будут уделять большое внимание массовому спорту опять, потому что мы не хотели касаться этой вот тематики, количество медалей на Олимпиаде в Токио, но почему-то получилось так, что у нас паралимпийцы привезли медалей больше, и даже в медальном зачете золотых и серебряных больше, чем те спортсмены, которые не паралимпийцы, а, скажем так, здоровые спортсмены. Ну, конечно, видите, как говорится, не помогло, помешала вот эта пандемия. Да. Она, люди готовились, отменили соревнования. Почти целый год не было соревнований. Восстановиться тяжеловато было. А чтобы выступить хорошо на Олимпийских играх, надо несколько
стартов международных, чтобы не вариться в собственном соку, а где-то выступить, посмотреть на своих соперников, посмотреть, приглядеться к ним, да, кто на что гораст, кто что может. А то вот бывает, что приехали на Олимпиаду, рассказывали, что наша тройничка, а там сразу нужно было сдать им ПЦР. ПЦР сколько, что хотя они до этого проходили, потом и приехали, например, 29-го, а 30-го у них уже соревнования. Ну, временной промежуток и все остальное это тоже накладывает. Раньше все. Но все равно они посмотрели, показали, что в Казахстане и в частности в нашей области есть олимпийцы, которые выступали, и сейчас подрастающее поколение, которое, я думаю, тоже будет защищать честь нашей области, нашего любимого Казахстана, других. Я думаю, подрастет поколение, чтобы выступать на Олимпиаде во Франции. Живые примеры всегда живые примеры. Ведь если это брать вот середину 80-х годов, 80-е, 90-е, тогда были живые примеры, дети их видели. Да. И сейчас даже те, кто завоевали, я считаю так, те, кто завоевали бронзовые и серебряные медали, это тоже пример. Конечно. Вы правы, после пандемии, которая расслабила всех нас, в том плане, что мы были закрыты для всех и даже сами для себя. Но что такое каждодневные тренировки по несколько часов? Либо ты просто вокруг дома побегал, какие-то там упражнения выполнил, это не полноценная тренировка. Неполноценная, конечно. Это, естественно, идет расслабление мышц, это нет, наверное, того напряжения. И действительно, вот международные соревнования, они дают посмотреть, каковы же твои соперники. Конечно, без этого невозможно. Ну, вот, например, наши две девчонки Казахстана, одна прыгала на Казахстане 2 метра в высоту, другая 1,96 м. Ну, это у себя. А там не хватило опыта, не хватило опыта на международных соревнованиях. У них не было никогда выезда. И то, что они могли показать, показали, но... Но все равно тоже плюс, да, я считаю. Плюс, после этой пандемии это, конечно, плюс. Да. Валерий Семенович, да. Я знаю, что вы легкой атлетике отдали и отдаете всю свою жизнь. Да. У вас семья легкоатлетов, спортсменов, тренеров. Я знаю, что ваша жена, я так это прочитала, вы ее тренировали, да? Да. Вы ее тренировали. Да. Это, скажем так, дар свыше. Это точно. То есть вы были тренер и ученица, да. И потом это переросло в большое чувство, что привело к тому, что вы это у нас, как говорится, семейное. У меня мама младшей папы была на 14 лет. И у нас также сейчас разница. Ну это нормально, да. Это нормально, я считаю. Нет никаких у нас друг к другу претензий, все нормально. Какие претензии? У вас прекрасная семья, у вас прекрасный сын, у вас все идет, как это было, может быть, не совсем запланировано, но действительно, как это было проложено. И, скажем так, может быть, даже и свыше что-то вам. Мне бы хотелось затронуть вот такой еще вопрос. Вы знаете, я прекрасно помню, у нас в Караганде ежегодно проходили легкоатлетические эстафеты на приз индустриальной Караганды. Да. Вот в связи с пандемией в прошлом году эстафета не проходила. Не было. И опять же, вот я смотрю, конечно, в те годы, когда я была школьницей, когда я была подростком, когда я уже работала в стенах этой библиотеки, это были более массовые такие мероприятия. Конечно. Но последние годы, когда вот Дима Карпов стал немножко этим заниматься, оно опять стало более массовое. Да. Я помню те времена, когда у нас в Караганде был гостренер Игорь Михайлович Бундуховский, да, и вот как раз в те годы у нас эти легкоатлетические эстафеты, она ежегодная, она проходила празднично там. Всегда эти эстафеты проходили, как вспоминаю, 2 мая. Да. Именно 2 мая. Ну, 1 мая все прошли демонстрации, манифестации, а 2 мая она проходила. И очень были такие жестокие битвы
за эти среди школьников. Представляете, сразу выходит 100 человек на старт. Школьники. И начинается типа марафонского бега на определенную дистанцию. Конечно, потом очень сильно боролись вузы с интернатом. Вот получил вузы. Со спортивным интернатом, который сейчас называется. И вот то букетовцы выигрывали, то интернатцы выигрывали, то бывало, что и политехнический там встревал в их разборки. Но сейчас желание у ребят, я смотрю, есть заниматься да, спортом. Есть. И начиная с раннего возраста. И родители этому уделяют большое внимание, потому что все-таки спорт, он дает какой-то стержень. Конечно, без спорта, вы знаете, вот я хочу сказать, что вот в связи вот с пандемией, и ребята, вот когда стали домашнее обучение, немножко ослабли ребята, потому что сидеть за компьютером, сидеть за соткой, все это раньше-то как. И много сейчас разных отвлечений, которые мешают заниматься спортом. Век высоких информационных технологий, вот мы тоже с этим боремся. Мы считаем, что книга это лучше взять традиционные форматы, прочитать, чем электронные, это и глаза не портятся. Также и в спорте, также и в занятиях. Лучше заняться это напрямую, чем смотреть то, что показывает тебе тренер, ты должен это дома. Ну, я понимаю, там гимнастом можно, но легкоатлетом, разогрев, разминку дома можно провести. Ну а остальное, то же самый низкий, высокий старт, тот же самый барьерный бег, те же самые какие-то силовые. Ты же не будешь дома с ядром делать какие-то силовые упражнения, которые делаются на свежем воздухе либо в манеже. Ведь это все вкладывает. Конечно, это нужно обязательно имитационные упражнения, которые делаются на месте, и упражнения, которые нужно делать в движении. Без этого не будет. Что такое легкоатлетика? Это королева спорта. Да, это прекрасный вид, это красивый вид. А десятиборье – это венец королевы. Поэтому что я бы хотел, чтобы наша школа была многоборной, потому что тогда все будут идти по всем видам. Трудно всех сделать многоборцами. Надо развивать и средние дистанции, и прыжки, и метание, и все. 60-метровку не так и бегают, да? Так. Это у женщин. 60 метров это зимой. А летом 100. 100 метров. 100, 200. А барьерный бег, он также остался, для мужчин 110 барьеров. 110, у женщин 100, а зимой у мужчин и у женщин 60 метров. Но опять же, это воля, это смекалка, это растяжка, это... Я просто, если кто-то не видел, то можно в любых соцсетях или на нашем таком объемном объемных интернет-ресурсах посмотреть красивые движения, когда идет барьерный бег. Да, это нога практически вторая на 90 градусов, а первая она выпрямлена, кто там правша левша, как бегут, и это вообще красиво, это как будто птица, я не знаю, с кем можно сравнить, с тем же самым аист, он сам по себе красив, цапля сама по себе красива, и действительно, как птица, одна нога выпрямлена вдоль беговой дорожки, а вторая в 90 градусов, это я не знаю, это не передать словами, наверное, настолько нужно любить. Любить, да. И самое главное, в барьерном беге очень важный момент – это перейти от разбега к барьерному бегу. Вот здесь нужно перестроить. То есть не снеси барьер. Да, так, потому что очень много бывает таких. Кстати, легкая атлетика – это не просто королева спорта, а многоборье – венец королевы спорта. Это еще точная наука. Конечно. И для того, чтобы не снести барьер, нужно рассчитать количество шагов. Для того, чтобы прыгнуть в длину правильно, тройной прыжок, либо просто прыжок, там тоже нужно. При толкании ядра тоже своеобразное, там чуть ли не логарифмы высчитываются. Углы. Да, обязательно. В высоту угол должен быть отталкивания
Хотя говорят, что угол падения равен углу отражения. Нет, вот, далеко там, нет. Так. Вспомните нашего великого Брумеля, да, вот Да. его прыжки. У него толчок был в одной стороне, а перепрыгивал он, получается, по траектории в другой стороне, Да. перелетал планку. Вообще, действительно, легкая атлетика – это королева спорта, с этим не поспоришь. Но давайте мы немножко вернемся к вам. Да, Вы у нас, тоже так в приватной беседе я узнала, начали заниматься спортом в 1965 году. Да. Я поступил в институт в 1963 году, а до этого я 3 года, 9, 10, 11 класс, играл в волейбол. Я не был легкоатлетом. Но тем не менее... Я выиграл волейбол в институт, Казахский государственный институт в Алмате, поступил на кафедру спортигр. Играл, начинал играть в сборной команде института, немножко тренировался в команде классной буревестника, но любовь к легкой атлетике пересилила. И я, правда, всю жизнь мечтал прыгать тройным прыжком. Тройной. Потому что мне даже снилось. А как было, я вот как-то недавно рассказывал, я жил в Алмате, недалеко от парка Горького, и в парке Горького был стадион «Спартак». Волейбол, легкая атлетика. И был, меня в 9 классе заметил тренер по волейболу Жалыгапов Октябрь Кадырбаевич в Алмате и пригласил команду там подготовки. В общем, я начал тренироваться, волейбол неплохо играли, поступил на кафедру спортивных игр в институт, 63-64 год там, а в 65-м, в феврале месяце, победила любовь к легкой атлетике. Вы сделали свой выбор? Я сделал свой выбор. Ну и попал я в группу многоборцев к Сивохину Евгению Анатольевичу, который был преподаватель в Институте физкультуры. И вот так пошла моя стезя по легкой атлетике. В 1966 году, в 1965 году я начал заниматься. В 1966 году у нас на всесоюзной спартакиаде среди вузов, среди студентов выполнил норматив мастера спорта в десятиборье и занял 3-е призовое место. Так. Ну и практически так для начинающего легкоатлета. Да, трижды устанавливал рекорд Казахстана в десятиборье. Было так: 7171, 7277 и 7316. Вот 3 рекорда, которые были. Потом после меня, конечно, очень много. Сейчас живет у нас в Караганде Александр Григорьевич Тиховский. Он тоже 3-4 раза установил рекорд. Потом пошла стезя Карпова Дмитрия Васильевича. Но я думаю, до сих пор рекорд его стоит. Ну, так же, как у нас Сергей Засимович, его рекорд, рекорд стоит. И также Дима Карпов. Да. Но Так дай что, Бог подрастет смена, которая все-таки сможет. Я думаю, сейчас растут и высотники, и прыгуны, и многоборцы. Но это что тренерская деятельность, тренерская стезя – это ждать. Это да. Ждать, ждать и ждать. А столько много препонов бывает в этом ждании. Ну от этого ожидания, от этого никуда не денешься. Препоны у нас были, есть, наверное, и будут. Я вот хотела бы все-таки, чтобы вы на экран, потому что мы, конечно, сделаем съемочку этих наград, вы принесли часть своих наград. Да. Это... Ну, я, например, там 20-кратный чемпион Казахстана, многоборье, в эстафете часто выступал, так что... Ну, вот это вот, я так понимаю, что, наверное, одна 70-й год. 70-й год, да, это чемпионат, вот это чемпионат вооруженных сил СССР.
То есть, если вы выступали от вооруженных сил, то, как и все те спортсмены, которые выступали, вы, соответственно, относились к какому-либо роду войск, скажем так. Я прошел через спортивную роту. Ну, это все спортсмены прошли. Потом был, несколько лет был прапорщиком. Ну, понятно. В общем, занимался и участвовал. Но, тем не менее, вот какая награда прекрасная. 3-е место в десятиборье, город Орел, наверное. Ну, скажем так, 1970 год. Ну, а вот эти, ну это может быть... Ну, здесь у нас нет, вот самое, наверное, важное, это вот эта вот золотая медаль. Это, наверное, Ой, извиняюсь. Это, наверное, 73-74 год. Тоже чемпионат Союза по среди вооруженных сил. Меня как поставили как многоборца бежать первый этап в эстафете 4 по 100 метров. Я имел результат 10-7 беги. Ну и, да. И мы выиграли эту эстафету. И вот чемпионы Союза по эстафетному бегу. Ну это только маленькая толика тех наград, которые есть. Много наград. Конечно. Ну это опять же много наград у моего сына. Он участник чемпионата мира в Польше. Он участник 2 азиатских игр, уже как юниор. У меня ученица была Кайнель Сыздыкова, участница чемпионата мира по толканию ядра в Чехии. В общем, много было учеников. Растет все равно достойная смена. И если это все-таки идет у нас на уровне семьи, семейные династии, так же как шахтерские, библиотечные, династии педагогов, спортивные династии тоже много делают. И большой вклад в развитие физкультуры и спорта у нас в Казахстане. Ну, может, я еще хочу сказать не только про нашу школу, а про нашу область. Наша область одна из сильнейших в Казахстане, потому что в эту зиму мы почти все соревнования в Усть-Каменогорске выиграли командной борьбой. Почему? Потому что у нас вообще Караганда – это единый кулак. Единый кулак и спортивные базы. Спортивные базы, да. Конечно, у нас был самый лучший манеж в Казахстане. Но сейчас почему-то, вот как сделали в Усть-Каменогорске имени Рыбаковой, в Астане, в Нур-Султане новый манеж. У нас, видите, по кругу 3 дорожки, поэтому сейчас всю зиму отдали Усть-Каменогорску. А то, что мы здесь принимали и Кубок Союза, и еще хочу сказать, что в Карагандинской области мы проводим соревнования среди детских спортивных школ на призы Валентины Герасимовой и Владимира Муравьева. Девчонки соревнуются на призы Герасимовой, а мальчишки, команда мальчишек на призы Владимира Муравьева. И это переходящий приз. Но правда, это престижно. Да, это престижно. Это очень престижно. Ну, Валерий Семенович, большое вам спасибо. Я думаю, что все, кто посмотрит нашу запись... Так, можно еще я... Без проблем. Да. Я хочу пожелать ребятам, пригласить ребят. Наша школа, которая находится на Абая 60, принимает детей с 8-9 лет и старше на занятия легкой атлетикой. В легкой атлетике 44 вида, поэтому нет бесталантных детей, все дети талантливые. И наша задача этот талант найти и раскрыть, как говорил у нас Лидия Санна Завуч, ищите изюминку. Вот. Изюминку нужно искать во всем. Да. Большое спасибо за такую беседу, за то, что мы вспомнили столько великих имен в спортивном мире Караганды и Карагандинской области, за то, что вы делаете такой вклад
в развитии легкой атлетики нашего города. Хоть вы не родились у нас в Караганде, но большую часть жизни вы живете в нашем городе, в нашем прекрасном, в нашем гостеприимном, в нашем отзывчивом городе. И действительно, город наш богат. У нас прекрасная велосипедная школа, боксерская школа, легкоатлетическая школа, конькобежная школа, ну и многие-многие другие. Таэквондо, карате, вольная борьба. То есть большой спектр спортивных занятий можно найти в нашем городе. Я еще хочу, вот последнее, сказать большое спасибо нашему директору Жасулану Жандарбаевичу за то, что он очень много вкладывает в развитие нашей дальнейшей легкой атлетики в нашей школе. Ну а мы говорим вам большое спасибо. Вы, я люблю это слово, корифей школы легкой атлетики нашего города. И действительно то, чем вы делитесь с молодым поколением тренеров, с подрастающим поколением, это очень нужно и важно. У нас про библиотеку есть такая фраза: здесь двери открыты каждому, пожалуйста, заходите, все доброе, нужное, важное, берите, читайте, любите. Эти же слова можно отнести и к вам, но опять же, вы, может быть, где-то рекомендуете, что иногда говорят, что спортсмены — это люди, которые не умеют говорить. Я далеко не согласна с этим выражением, потому что среди спортсменов столько эрудитов, столько людей, которые буквально перечитывают книгу за книгой, которые говорят крылатыми фразами, которые правильно выражаются, правильно говорят и правильно действуют. Большое вам спасибо за то, что вы делаете для наших детей, для нашего города и для нашего Спасибо развития. вам.